Доброго времени суток, дорогие телезрители! Мы приветствуем вас на телеканале Якутия-24. Вы смотрите очередной выпуск программы «Мы вам покажем». Сегодня мы вновь решили посетить Зеленый рай. И неспроста, ведь сегодня мы хотим разобраться в том, как нужно правильно выбирать, ухаживать и далее радоваться домашним растениям. И не простым, а тем самым, которые занимают большое пространство. То есть это те самые пальмы, фикусы и так далее. И в этом мне поможет Анна Николаевна. Она является директором салона цветов и флористики «Зеленый рай». Здравствуйте. Здравствуйте, Даша. Анна Николаевна, немножечко давайте уйдем в историю. Да? Сколько лет вы вообще занимаетесь цветами? Мне кажется, «Зеленый рай» знают, я не знаю, такое ощущение, что вот на протяжении десятилетий уже. Угу. Ну, Даша, мы начали свою работу с 3 февраля 2009 года. Вот уже 13-й год мы работаем в городе Якутске. А вообще вы прям увлекаться начали растениями именно с детства, может быть, семья привила эту любовь к растениям? Или все-таки тогда, когда стали организовывать свой бизнес? Ну, скорее всего, наверное, я стала хозяйкой своего домика, да, и вот с тех пор я начала заниматься. Это где-то было примерно в 30 лет. И вот с тех пор я занимаюсь цветочками. Ну, а теперь это уже ваш образ жизни, так сказать, да? Хорошо, сегодня вот мы хотели бы поговорить и рассказать нашим телезрителям о том, как нужно выбирать, выращивать и ухаживать за комнатными растениями, но не цветами, да, вот в горшочках маленьких, а вот такими большими и объемными, да? Вот давайте поэтапно будем рассказывать, показывать, да, и заодно, может быть, кто-то из наших телезрителей отважится взять на себя вот ту самую ношу, да, но все-таки это действительно работа и труд, да? Конечно, да. Вот, допустим, первое растение вот рядом с нами стоит. Ну вот смотрите, это вот у нас стоит монстера. Монстера, которая сейчас является у нас очень популярным растением комнатным. Люди очень ею интересуются, она нравится людям за вот такие резные листочки красивые, да. У нее очень довольно быстрый рост и неприхотливое растение, кстати говоря, потому что вот даже молодые хозяюшки, начинающие цветоводы, они частенько отдают предпочтение такому растению, этому растению. Сколько лет вот этому растению? Потому что сразу вопрос, когда у меня будет вот та самая пальма? Ну, понятно, да, вот такой рост, да? Ну, монстера, в принципе, она растет быстро. Если вот все хорошо для нее, вот хорошие условия, да, созданы, она, в принципе, может такой рост приобрести. Если вы купили небольшое растение, то, наверное, года через 2 она уже может быть вот такой. такая, да, такая. И она лиановидная, да? Это лиана, да, это лиана, да, настоящая лиана, которая вот так вот на опоре может стоять, и даже должна стоять на опоре, да. И то есть она обвивает эту опору? Да, она будет обвивать и расти вот так вот ввысь. Цветов на ней не должно быть? Да, она не цветущая, конечно, в наших условиях. Вообще все вот эти вот комнатные растения крупномера, да, мы называем их крупными, на самом деле не очень большого роста, конечно, да. Они все, конечно, в природе все цветущие. Вот все цветущие, да, до единого. Но у нас, вот на крайнем севере, тут, конечно, нехватка, во-первых, освещения, света, да, воздух другой, да, климат вообще другой, поэтому они, естественно, уже замедляют свой рост, но, тем не менее, тоже вырастает до 2-3 метров в высоту. Вот так, да? То есть это возможно? Это возможно вполне, главный конечно, уход, да? Да, главный уход. Хорошо, вот здесь у нас стоит, да, красавец. Аглаунема стоит, да, красавица. Ну, аглаунем, конечно, сейчас огромное разнообразие, да. Вот. Кстати, вот видите, Декорум называется, да, вот фирма, которая нам поставила, сделала. Это Декорум. Вот с таким значком нужно брать смело, потому что Декорум является мировым лидером вот, по выращиванию. Это союз самых таких сильных, лучших производителей комнатных растений. Поэтому, конечно же, даже вот видно, вот в таких суровых наших условиях, вот магазина, да? Да. Какие листья, да? Да, как искусственные, как пластмассовые практически. Да, они очень такие плотные, кожистые, даже можно сказать, да. И, конечно же, вот, конечно, требуют ухода определенного, да. Я вообще, знаете, что я посоветовала бы людям, которые хотят вот приобрести, уже намереваются или желают уже, чтобы они все-таки заглянули в специальную литературу, ну, то же самое, вот интернет, посмотрели, да, что за растение, и только после этого определились покупать. То есть для начала прочтите, да? Да, для начала нужна информация о растении, чтобы вы знали, да. Хорошо. После этого, конечно, вот вам нужно знать, где это растение будет стоять, то есть определиться, да, вот, какое у вас вообще помещение, какая температура, и только после этого уже выбирать растение нужно. Хорошо. Чтобы избежать ошибок. Да. Потому что обидно будет, да, приобрести достаточно дорогое растение, потому что это все-таки, не малые деньги, и потом
потом просто из-за того, что ты не знал, да, как ухаживать, Да. просто погибнет, Да, 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 растение. конечно. Хотя, в принципе, это же можно передавать из поколения в Это поколение. можно, конечно, ошибки можно избежать, даже нужно, потому что все-таки это живое растение, Да, это живое существо, Да. которое мы не вправе, конечно же, Обижать. убивать, и даже убивать, да. Да-да-да. Обижать, конечно, да, Так. своим невниманием и неумением. Мгм. Поэтому я, конечно, посоветовала, чтобы люди, конечно, приобрели вначале вот первичные такие знания, да, о растениях. Ну, конечно, в нашем салоне наши консультанты Помогают. да, помогают, При выборе. консультации, да, и так далее. Но, тем не менее, конечно, людям нужно знать. Ну, вот, если смотреть на этот ряд цветов, да, тут, значит, у нас представлены и пальмочки есть, да, есть пальма, финиковая пальма есть, вот, канарская, есть ливистона, вот она стоит. У нее такие вот эти... А, ну вот она, это она. Нет, это у нас стоит пальма тростниковая, орека Вот, называется, да, посмотрите, да? Хризалида карпус, да. Ой, мне кажется, мечта многих Да, хозяюшек, это мечта. И, кстати говоря, это растение совсем неприхотливое. Да, Да вы тростниковая пальмочка, да. С ней очень легко, в принципе, обращаться. Просто она, конечно, не любит прямые солнечные лучи, такие яркие, да. Нельзя ее вносить на улицу тоже, это противопоказано. И она, конечно же, любит постоянное опрыскивание, влагу, да, внешнюю влагу называю это. Ну и, естественно, такой довольно регулярный, умеренный полив. Вот. Ну, естественно, нужно по мере роста нужно ее еще и пересаживать. Ну, вероятно, может быть, если рост такой средний, можно раз в 2 года, а если рост хороший, быстрый, то можно раз в год. Раз в год всего лишь. Да, И полив, то есть умеренный, да, и по сути дальше-то за ним охота-то и не надо, да, ну растет и растет, да? Да, ну, знаете, что в зимнее время у нас есть очень грозный наш такой вот, ну, как бы регулятор нашей всей деятельности цветочной, да, это наши батареи. Это вот наша система отопления, которая у нас в Якутии очень такая, да, вот, и поэтому обычно вот летом, как обычно всегда говорят, летом, весной, когда уже это все батареи уходят, да, цветочки стоят все очень хорошо в помещениях, да, Да. будь офис там, или даже квартира там, или дом, да. А с началом зимы, отопительного сезона, у нас начинается проблема. Почему? Потому что растения реагируют на сухой воздух, видите? И поэтому ни в коем случае я бы сказала, чтобы люди, значит, не ставили растения вот такого плана и вообще любое растение около батареи. Нельзя. Да, нельзя ставить, да. Но- Подальше нужно ставить, Да. да, как бы это вот тоже учитывать факты. Потому что главные параметры при уходе растений – это освещение, конечно, да. Это у нас что? Это у нас температурный режим и, конечно, уходовые процедуры. Вот эти самые главные параметры мы должны учитывать. Тут есть растения, которые как бы уже полюбившиеся, ну, как бы уже давнишнего плана, да, которые все уже как бы знают, да. Вот спатифилум «Женское счастье», конечно, сейчас является любимицей наших клиентов, потому что она топ, да, она в топе. Потому что она как бы показывает себя довольно неплохо тоже, она неприхотливое растение. Конечно, водное растение, которое нужно поливать довольно-таки ощутимо, да. Но тем не менее, те, которые вот дают ей побольше почвы, чем больше почвы, тем уход, полив сокращается. Вот такой вот момент еще есть, да. И есть растения, которые у нас как бы новые, да, нового плана. Это вот, например, аспидистра. Вот тоже красивые Да. крупные листья, да? Листья очень красивые, да, в срезанных цветах. Довольно часто мы привозим вот такие вот листочки. Называется аспидистра, да. Да, то есть во флористике, да? Во флористике используем. А вот здесь вы видите, стоит живая аспидистра в горшочке, да. И она может радовать, конечно, вас многие годы. Опять тоже вопрос такой, да, растение, возраст. У всех по-любому возникает вопрос, да? Возраст, да. Ну, точно сказать Ну, примерно, я не могу. плюс-минус. То есть это 5 лет или это все-таки годик-два? Это не 5 лет, это явно, ну, где-то, наверное, 2 или 3, потому что там, в тепличных условиях, они, конечно, хорошо растут. Растут хорошо. Да, это вот как бы так вот, да. Вот, значит, есть вот еще стрелица, я хотела Вот бы это, внимание ваше обратить. Ой, да. какой большой он, да? Она такая, да, она довольно такая уже подрощенная стоит у нас стрелица. Обычно они приходят маленькие экземпляры, да, мы их заказываем. Это пришла довольно большая, крупная. Но она цвести, конечно, не будет в этом году. Ей нужно где-то порядка 3 года еще для того, чтобы она начала цвести. Дала первые свои соцветия. Соцветия уникальные, они очень красивые. Не зря называется королевская, это королевская как бы стрелиция, реджиная. Вот с прекрасными, красивыми листочками, соцветиями. Вот эти все растения возможно выносить на улицу или все-таки они у нас должны расти только Я в бы не помещении? посоветовала выносить на улицу, потому что у нас очень яркое солнце, особенно летом, конечно, да. Потом, значит, ну вот эти вот наши эти ветер там, да, и так далее и тому подобное, вот эти все факторы, конечно, для них, ну, не совсем хорошо, приятно будет им. То есть все-таки это комнатное растение? Это комнатные растения, да. Они привыкли стоять в тиши, при такой вот как бы постоянной температуре, поэтому им, конечно же, полагается вот такие условия. Так, пойдем посмотрим. Фикус. Ну, мне кажется, фикус сейчас есть, наверное, в каждой
второй семье, да, тоже вроде бы неприхотливое растение, растет хорошо, быстро. Может быть, здесь есть какие-то советы от вас? Так, фикус каучуковый, да. Этот фикус в зимнее время, я вот сейчас хочу подчеркнуть, да, он не любит температуру выше 20-25 градусов. Если температура будет вот выше, да, он начинает сбрасывать свои листья. Вот та самая причина, когда ты удивленно просыпаешься, а почему-то эти листья большие, крупные, отпадают. То есть получается, что есть ряд растений, которые, вообще их большинство, которые в зимнее время требуют довольно прохладную зимовку. Да, вот этот фактор тоже нужно учитывать, потому что все растения, как бы они, казалось бы, тропические, но мы должны учитывать, что там, на родине растений, зимой все-таки прохладно. Прохладнее, чем у нас в квартирах. Это нужно учитывать. Здесь у нас это что за красота? Это у нас шифлера. Шифлера вот такая варигатная, тоже интересная. Но растение довольно известное среди людей, да, среди населения. Да, любителей цветоводства. Оно довольно тоже неприхотливое. А полив, я скажу, что, знаете, я вот сама лично, насколько занимаюсь вообще растениями, для меня остается загадкой полив, потому что каждый раз, кто приходит к нам, делится своими советами, своими наблюдениями, и каждый раз говорят по-разному. Некоторые говорят, что она обильно поливается, да, некоторые говорят, что она поливается вообще очень скудно. И, ну, я скажу так, да, для того, чтобы поставить, урегулировать полив, да, конечно же, у нас должна быть почва. Хорошо как бы подобрана, да, от почвы это зависит, режим, да. Бывает, что если мало почвы и почва потом только торф, голый торф, да, естественно, вода будет у тебя протекать быстро, она быстро иссыхает. Если же почва дана ей немножко такая плотноватая, да, которая задержит влагу, конечно, поливается реже намного. Вот с этим связано, да. А так, естественно, все цветы практически, да, кроме там, ну, небольшого количества цветов, они все любят, конечно же, рыхлую, хорошо удобренную почву. Ну, и опять же, наверное, каждому цветку, да, определенная должна быть почва, да? То лучше приобретать грунт, который именно соответствует ему. Ну, я скажу, что у нас почва, то, что вот мы сейчас вот закупаем, привозим, да, эта почва вся, там основа торф, верховой, низинный торф, вот эти вот примеси, там, то есть добавки идут, это самые химические, да, вот. А те, кто вообще вот действительно вот стали уже гуру, мастерами этого дела, да, они, конечно же, свою почву делают сами собирают эту почву. Да. Ну, то есть не стоит думать, что взяв почву из-под своих огурчиков, ты посадишь фикус, и он вырастет благополучно. Нет, конечно. Нет, то есть это совершенно, будьте внимательны, да, это совершенно другая история, да? Здесь у нас еще, да, осталось немножко вот. Это синдапсус. Ой, это тоже как такая... Такое растение тоже довольно интересное. Вьющееся, да? Вьющееся, это лиана у нас, да. Это самое неприхотливое растение, которое только можно встретить у нас. Да, вы что? Посадил и забыл, да? Она как бы терпит, да, очень как бы терпит длительное отсутствие полива, кстати говоря. Длительное насколько? Длительное. Ну, даже 2-3 недели даже может быть. Что? Да. Уехал в отпуск, да, приехал, вот в отпуске можете, да, действительно, вот с ней так вот обращаться, она как бы потерпит, да. Вот, ну, более длительное, конечно, отсутствие полива лучше не делать, потому что все-таки это живое растение, требует своего полива. И разрастается, скорее всего, быстро, да, потому что все-таки здесь столько побегов, да, она быстрая, мощная лиана, очень красивая. Очень красиво, да, очень красивая. И такие листья среднего размера, да, то есть если хочешь визуальную картинку, можно вот быстро добиться результата, да? Конечно, да. Вырастет махом. Растения, да. Ну и эти самые объемные листья, это у нас у каких растений? Такие так, прям вот перед для вами любителей, да? Диффенбахия, да. Тоже разные сорта Диффенбахии, много ее разных сортов. Ну, она чем отличается? Отличается тем, что у нее очень быстрый рост, она очень быстро растет, да. И мы не рекомендуем людям, у кого есть маленькие дети, потому что вот сок млечный ее является ядовитым. Если ребенок возьмет в рот листочек, то может, конечно, это самое, навредить своему здоровью. Красота красотой, да, но все-таки ядовито. Но в офисах, да, в зимних садах, это, естественно, красивейшее растение, да, одно из красивейших растений. А вот позади него это? Так, это у нас стоит фикус лировидный, тоже очень сейчас модное растение. Видите, у них какие красивые листья, такие вот прям испещренные такими вот прожилочками, да. И, значит, уход тоже довольно неприхотливое растение, но нужно, конечно, его опрыскивать. Опрыскивать нужно, давать нижнюю влагу, тоже умеренный полив у него. А вот, Анна Николаевна, подскажите нам, пожалуйста, да, следующий вопрос возникает. Так, еще раз, подожди-ка. Ага, готов? Ага. Анна Николаевна, вот часто подобные растения приносят в подарок, да? И тут возникает вопрос. Вот пока оно стоит в маленьком горшочке, вот оно зеленое, красивое, листики все красивые, а дальше, ну, почитал ты где-нибудь, да, в средствах массовой информации, да, или в интернете, или еще так далее, да, по пересадке. Советов очень много, да?
и все, и растение начинает погибать. Вот тут на что нужно обратить внимание? Все-таки, если мы возьмем вот всецело вот эти вот интересные Да, вот большие смотрите, если растения. касается вот касаемо их, да, то получается, что вот это растение, конечно же, имеет свой горшочек, но оно, видите, какое большое, да, Да. поэтому, естественно, нужно, кстати, горшочек является перевалочным. Только на момент вот до нас Да, доходит, до довозят. магазина, да, до салона, тут немножко тоже должен стоять, а потом уже нужно пересадить. Поэтому, конечно же, 7 дней отстойки или 10 дней, да, а потом уже нужно пересаживать. Пересаживать. Да. Опять же, там уже грунт, да, и так далее. Нужно выбираем. почву подобрать, нужно горшочек подобрать, да. Ну и, соответственно, по поливу тоже каждое растение, оно такое Ну да, индивидуально. да, у них обычно пальмочки, они как бы воду хорошо пьют, они требуют влажности повышенной, да. А фикус у нас обычно он такой, ну, у него средний полив, я считаю, что. Вот шифлера тоже, она не очень водное растение. Вот, это тоже средний ночеводный режим получается. В общем, тут стоят все средненькие растения. Хорошо, тогда такой небольшой совет. Для тех, кто хочет особо не заморачиваться, но хочет большое крупное растение. Лучший совет – это приобрести. Так, ну я даже не скажу сразу прям так вот. Ну, на это, скидку, наверное, вот это, да? Ну, наверное, синдапсус, да. Да, это вот вот это можно вот. с него начинать. С него начинать можно. И Хорошо. замекулькас, который сейчас тоже очень модным стал. А. Долларовое дерево. А, да. долларовое дерево. Тоже сильно разрастается очень быстро. Да. Он засухоустойчивый, можно вообще редко очень поливать. Ну, где-то 10-14 дней полив может быть. Хорошо, а для тех, кто хочет что-то уникальное, допустим, вот есть у нас, наверное, фанаты, да, домашних растений, и вот хотят что-то уникальное. Того, чего, допустим, в Якутске очень сложно найти, Ну, но вот у вас смотрите, есть. стрелица реджина, я бы сказала. Вот что это, да? уникальное растение, Так. да. Всем любителям Да. бегом к нам, да, забираем. Вот это растение, да, у нас. Хорошо, еще что можно посоветовать? Так, ну вот аспидистра тоже очень интересная, как бы новинка, да? Да, новинка в городе, вот это Получается. растение, пожалуйста. Ну и, наверное, вы имеете в виду неприхотливое растение, да? Нет, просто для тех, кто вот увлеченно этим занимается, но вот того, что, допустим, не так часто можно встретить у нас в столице. Ну вот смотрите, мы работаем по принципу, приводим растения, которые у нас не требуют особого ухода. У нас такой принцип, да? Хотя нас, конечно, за это ругают, да почему у нас одни и те же цветочки стоят, да? Но люди к нам подходят все новые и новые клиенты, поэтому как бы вот так вот работаем по этому принципу, да? Но для тех, кто как бы желает красоту необычную, вот орхидейный ряд. Пожалуйста, да? Пожалуйста. Вот орхидеи у нас тут стоят, значит, несколько сортов. Есть вот орхидея фаленопсис, вообще совершенно неприхотливое растение цветущего ряда. Есть котлеи, вот пришли, да, есть цимбидиум, ансидиумы. Так что, мне кажется, вот этот вот ряд цветов, да, он требует малого к себе как бы внимания, да, и максимум красоты от него. Хорошо. Но я сегодня шла к вам не просто так, да, я сегодня задалась идеей, помимо вот этих, да, крупных растений, я вспомнила о том, что в моем детстве, в моем детском саду было огромнейшее дерево, и это был лимон. И мы все дети ждали вот этих самых Ничего плодов, себе. да, и вот интересно, есть ли у вас лимоны и вообще цитрусовые? Так, есть. Есть. Есть, конечно. Давайте поговорим об этом поподробнее. Давайте. Вот те самые цитрусовые. Перед вами вот каламандин. Так, цитрус. И, пожалуйста, лимон, лимонное дерево. Но если говорить об уходе за этими растениями, то нужно учитывать тот факт, что это растения, конечно же, к нам пришли из южных широт, там, где очень много солнца. Вот. Поэтому мы должны это учитывать, конечно, при нашем уходе дальнейшем. Так, у них, значит, особый почвенный состав почвы. Почва должна быть кислая и довольно плотная по консистенции. Поэтому, значит, мы должны почву готовить очень тщательно, подобрать почву. Вот, значит, и после того, как вы приобрели цитрус в нашем салоне, да, вы должны, конечно же, подержать какое-то время у себя в дома это растение, да, не трогая, конечно же, корневую систему, да, то есть не пересаживая. Вот. Затем, после того, как вы, значит, его у себя передержали там 10-14 дней, вы должны его подготовить ему хорошее место, где он будет стоять постоянно. Место должно быть светлым, должно быть особо непродуваемым. Вот. И, значит, вы должны обеспечить, конечно же, хорошую влажность. Они любят хорошую влажность, постоянное опрыскивание. Так, и постоянный обильный полив. В летнее время цитрусы требуют к себе очень обильного, постоянного полива. Вот. Значит, если говорить о плодах, то на одном небольшом деревце не рекомендуется, например, да, оставлять
более 5-6 плодов. Потому что вот если вы видите веточки, да, то вот эти плети, они как бы сколько вот этих вот разветвлений, столько должно быть плодов. Да? Если больше, то нужно, конечно же, убирать. Значит, наши цитрусы, они съедобные, но в первый год мы не рекомендуем их вообще брать в рот, потому что они пришли с теплицы, и, естественно, там, может быть, были использованы разные химикаты. Да вы что? То есть, Анна Николаевна, вот эти замечательные мандаринки пока просто для красоты, да? Да, это декоративные как бы мандаринки. А как часто они созревают вообще? Созревание очень долго идет, это где-то полгода. Вот то, что вот сейчас видите, вот на этих вот, на этих. А вот зелененькие, да? Да, вот от зелененьких, это значит плоды, которые еще не созревшие плоды, они будут стоять довольно вот долгое время, до полугода могут стоять. Поэтому это все должно убираться вовремя, да, и оставлять только зелень вот эту вот. Ага. Если говорить о лимончике, то Да, лимончик у нас стоит без плодов. Да, пока без плодов, но он цветущий. Видите, у него тут есть вот вот. цветущие уже пошли, да. Вот. И вот видите, вот уже завязался плод один небольшой. Тоже можно было вот на нем оставить всего лишь 2-3 плода. И все остальное, видите, ну у него все остальное убрали уже заранее. Так, а вот такой вопрос, да? Далее этот лимончик созреет, да, через сколько примерно? Месяц, два, три или годами? Нет, он будет стоять где-то, наверное, полгода, скорее всего. Полгода. Появляется лимон. Расти будет. Ага. И лимон примерно какого размера? Вот Ну, как в магазинах или это все-таки декоративный? Лимончик должен быть большого размера. Большой, что, то есть, да, такой? Да. Хорошо. И когда мы чай-то с лимоном попьем? Еще через полгода или все-таки? Ну, наверное, год уйдет у вас на это дело. Год на один лимон, да, дорогие друзья. То есть это дело такое очень кропотливое, да? Да. Но на дереве же будет много плодов, правильно? Не один же он. Но я вот вам говорю, что должно остаться хотя бы 3-4 плода, потому что больше он не осилит. Да, потому что довольно маленькое Вот деревце. здесь, Да. Учитываем тоже свои условия, потому что круглый год же у вас же не будет таких вот хороших, идеальных, как летом, да, в летнее время. Поэтому летом можно, конечно, содержать их на террасе, на веранде, чтобы воздух шел хороший. А вот на мандаринах-то вообще очень много плодов. Ну сколько тут? Я как минимум вижу, что 15-20. Это шла тепличная выгонка, поэтому, конечно же, вот они вот так вот сформировали это растение для рекламных, видать, целей, чтобы люди видели. И вообще, конечно же, я вот понимаю, что хотя это плодовое растение, всегда формирование идет в целях декоративности. Да. То есть это визуальная упор красота. на декоративность идет, да. То есть, дорогие друзья, не надо думать о том, что если вы приобретаете подобное дерево, да, в салоне флористики и цветов, где на нем 25 плодов, это не будет так постоянно, да? Конечно. Оно так часто не плодоносит, это дерево, да? Просто, то есть это больше сделано для, так сказать... Для декора. Для декора, да. Ну, в принципе, кушать можно будет. Конечно, можно. Через... Они съедобные, да, конечно. Через сезон. Только через какое-то время, да, должно пройти. А вот что касаемо роста, да, растений, мы их потом обстригаем, подстригаем, все, да? Нужно, конечно же, его стричь, убирать лишнюю зелень убирать, формировать. Нужно, конечно, растения. Вообще, рост, если говорить о росте, то вот если вот мы будем давать ему почвенный состав хороший, да, и объем будет хороший, то, конечно, он будет хорошо расти. Если же вы будете держать его в таком маленьком горшочке, да, то он не будет расти. Он будет стоять вот в таком одном виде. Ну, а вообще цитрусовые вырастить в домашних условиях можно? Конечно, можно. Но есть такие прецеденты, есть, которые вот люди, которые берут, они как бы потом приходят рассказывать, да. Но я сама думаю, что, конечно же, если говорить серьезно, да, о росте лимона, то лучше, конечно, иметь теплицу. Желательно зимнюю теплицу, или сад зимний, чтобы там ему было намного лучше, он чувствовал себя, нежели в квартире. В квартире это как бы вот такой вот рост, может, чуть выше будет, да. Это просто будет декорация, декоративное растение. А чтобы иметь серьезное плодовое растение, это, конечно же, уже нужны другие условия, более такие профессиональные. Ну что, дорогие друзья, захотите цитрусовых, готовьте теплицу. Если хотите просто визуальную красоту и вот такую даже некую имитацию, да, тех самых мандаринок, пожалуйста, приобретайте деревца, берегите, храните, ухаживайте за ним. И, в принципе, вот смотрите, оранжевые мандаринчики у нас в Якутии, в вашем доме, они реальны.